5 августа средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,26 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,45 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,26 до 10,26 сомони, 1 евро от 10,45-49 до 10,50 сомони, 1 российский рубль от 0,1646 до 0,1670 сомони. Мировые цены на нефть в пятницу утром перешли к коррекционному росту после двухдневного снижения. Нефть марки Brent находится на уровне $94.62 за баррель, марки ВТИ на уровне $89.19 за баррель. Цена золота в пятницу утром незначительно растет, второй день оставаясь выше отметки в $1800 за тройскую унцию. Рынки ожидают макростатистику из США. Центральный банк России временно приостановил публикацию информации по трансграничным переводам физических лиц, в том числе по странам-контрагентам. Уведомление об этом появилось в разделе «Статистика внешнего сектора» на сайте Российского Центробанка. О причинах приостановления публикации данных не сообщается. Данные по трансграничным переводам Центробанк России публиковал ежеквартально. Последние такие публикации на сайте российского финансового регулятора были размещены во второй половине марта. Для таджикских СМИ публикации на сайте Центробанка Российской Федерации были последней надеждой, так как соответствующие ведомства Таджикистана на протяжении уже более 10 лет отказываются предоставлять журналистам цифры по переводам, хотя эта информация по законодательству страны не относится к секретным сведениям. Данные по денежным переводам таджикских мигрантов публикуются некоторыми международными финансовыми институтами, но с заметными опозданиями. Денежные переводы физических лиц Таджикистана в основном поступают из России, так как в этой стране проживают и работают более 1 миллиона граждан из теперь уже 10-миллионного Таджикистана. Согласно последним опубликованным данным Центробанка Российской Федерации, общая сумма денежных переводов физических лиц из России в Таджикистан в 2021 году составила 1,8 миллиарда долларов, что на 3-4% больше, чем в 2020 году. Более 76 этих переводов осуществлялись гражданами Таджикистана, а около четверти гражданами России или лицами, проживающими в Российской Федерации с видом на жительство. В общем объеме этих средств 94,3% составляли рубли, 5,6% доллары и 0,1% евро. Четвертое заседание постоянно действующей рабочей группы по привлечению иностранных инвестиций состоялось накануне в Душанбе под председательством заместителя министра иностранных дел Шарафа Ширали Зода. Как сообщили в МИД, в заседании приняли участие руководители государственных органов Республики Таджикистан, а также главы дипломатических представительств и консульств в формате видеоконференции. На встрече был обсужден план действий рабочей группы на текущий год, возможности расширения торгово-экономического сотрудничества, усиления механизмов межведомственной координации по привлечению иностранных инвестиций. Также обсуждено представление результатов аналитического отчета Международной финансовой корпорации Группы Всемирного банка в Таджикистане об улучшении авиасообщения в Республике Таджикистан. Министерство сельского хозяйства Узбекистана объявило ожидаемые цены на хлопок, рассчитанные с учетом цен, сложившихся на мировом рынке, и предложения ответственных министерств и ведомств. Минимальная стоимость 1 тонны средневолокнистого хлопкового сырья, выращенного в Узбекистане, составляет 10 миллионов 25 тысяч сумов с НДС или $911. Минимальная цена 1 тонны тонковолокнистого хлопкового сырья с НДС составляет 15 миллионов 120 тысяч сумов или $1374. Исходя из этой рекомендуемой минимальной цены, производители хлопкового сырья и приобретающие его субъекты самостоятельно определяют стоимость хлопкового сырья на основе взаимовыгодного соглашения в рамках договорных отношений, пояснили в Минсельхозе. В июне 2022 года при президенте Узбекистана был создан Совет по хлопководству для более успешного внедрения новой системы повышения урожайности хлопка. Побывав на полях нескольких областей, члены Совета установили, что ситуация в отрасли серьезно ухудшилась. В связи с этим в конце июля власти объявили ударный 30 дней по уходу за хлопком и обеспечению урожайности в условиях аномальной жары.